Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Национальная нефтегазовая компания «Сахатранснефтегаз» в ближайшие 5 лет планирует газифицировать более 30 населенных пунктов региона. А это значит, что более 7 тысяч домовладений начнут жить в более качественных и комфортных условиях. Сегодня тема разговора – программа социальной газификации. Наш гость в студии Антон Томский, начальник управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз». Антон Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в первую очередь, что такое социальная газификация, когда начала работать эта программа? Ну, в целом, социальная газификация – это бесплатное подведение газа до границ земельного участка собственника. И программа начала работать с 2021 года, когда «Единая Россия» выступила с инициативой о том, чтобы дегазификация была бесплатной. Владимир Владимирович Путин сразу поддержал эту идею. И в первом, во втором чтении в этот же год был принято изменение в федеральный закон 69 о газоснабжении. И с тех пор уже в рамках утвержденной правительством Российской Федерации дорожной карты мы и действуем. То бишь с 2021 года. 2 года работы программы. Да, 2 года. Какие промежуточные итоги? Промежуточные итоги в целом по России, скажем так, очень большие. Ну и наша республика является одним из передовиков. Так мы по федеральному рейтингу находимся на первом месте в Дальнем Востоке. Надо понимать, что у нас строительный сезон очень короткий, намного короче, чем Центральная Россия. Но тем не менее мы только за прошлый год газифицировали, то бишь запустили 2835 домовладений. Только в прошлом году нами было построено 138 километров газопроводов только по программе соцгазификации, более 20 километров по ликвидации дефицита пропускной способности. Но для сравнения, до этого наш рекордный год по нашему управлению был 2018, где мы построили порядка только 30 километров. Так что результаты колоссальные. И это радует. Антон Михайлович, а какие категории граждан могут принять участие в программе и что нужно, какие документы? Ну, для участия в программе социальной газификации всего лишь необходимо являться собственником земельного участка, и чтобы на уличных газопроводах не было дефицита пропускной способности. А из документов, ну, их основных документов только 3. Это паспорт, правоустанавливающие документы на земельный участок и на объект капитального строительства и СНИЛС. Все. Все остальное наши специалисты помогут вам сделать. То есть вся бюрократия максимально снижена? Абсолютно. А если говорить о дачных участках, попадают ли они под социальную К газификацию? сожалению, нет. К сожалению, по действующему законодательству, постановлению правительства 1547, под социальную газификацию попадают только домовладения, а дачные участки под эту программу не подпадают. То есть частный сектор? Только ИЖС. А если, допустим, дом пока не зарегистрирован, вот проведут ли мне газ к участку бесплатно? Бесплатно по техприсоединению вы имеете право заявляться, даже если вы только запланировали строительство. А соцгазификация призвана газифицировать только те дома, которые уже построены и имеют правоустанавливающие документы. Как оформить заявку, самое главное? Ой, заявку оформить тоже очень просто. Очень много есть площадок. Вы можете напрямую к нам обратиться, Петра Алексеева, 64, через службу «Единого окна», которая тоже претерпела реконструкцию, скажем так. Вы можете, если вы живете в районах, в наши эксплуатационные газовые участки, вы можете подать заявку через наш сайт, вы можете подать заявку через наше мобильное приложение «Сахатранснефтегаз», вы можете подать заявку в ближайший центр МФЦ, вы можете подать заявку через госуслуги, то есть площадок очень много. Вот мы с вами сегодня поговорили о том, что республика лидирует в этом показателе по Дальнему Востоку по социальной газификации. А какие у нас районы внутри региона передовики, так скажем? Ну, понятное дело, Якутск. Безусловно, это Чурапча и Горный. Чурапча и Горный район? Да. А почему такая география? Ну, потому что в этих районах, скажем так, не все населенные пункты были газифицированы, поэтому потенциала подключения через программу бесплатной дегазификации было куда больше, чем у других. А вы внутри компании какие-то исследования проводите и, возможно, сами заходите на те территории, которые необходимо? Чуть-чуть не понял вопрос. Ну, допустим, вот нужнее всего сегодня социальная газификация в Алекминске. Ну, само собой, это решение принимается на уровне главы республики, на уровне правительства.
Но, само собой, сейчас идет активная газификация, догазификация. Те районы, которые не полностью газифицированы в центральном районе нашей республики, это Чурапча, Горный. Вот в Чурапче мы нынче газифицировали населенный пункт Урюнкёль, Харбала. Очень большой район в селе, в самом Чурапче, запущен 9-й пусковой комплекс. В этом году мы вот только на прошлой неделе довели газ до Ильичая, это Мегано-Кангаласский район. Довели газ, запускали месяц назад в селе Жемкон Вилюйского района. Это все благодаря поддержке главы республики и правительства, и руководства нашей компании. А в дальнейшем уже у нас планы уже поставлены перед нашей компанией. Это газификация Южной Якутии, порядка, ну, как вы озвучили, более 30 населенных пунктов. Это Алекминский, Алданский, Ленский. Кстати, в Ленске идет активное строительство межпоселкового газопровода Мурия-Беченча. Вот эти населенные пункты будут подключаться. Ведется уже планирование газификации первых населенных пунктов Усть-Алданского района, Амгинского района, Сатагай-Алтанцы. Ну и уже ведется проектирование газификации населенного пункта Ломтука, Мегано-Кангаласского района. Антон Михайлович, вот смотрите, мы подали заявку через любое доступное сервис-приложение. Сколько ждать? Ну, согласно указанным цифрам постановления 1314, ну, бывшее 1547, у нас на это есть 30 дней. Но, как показывает практика, мы буквально за неделю уже готовы будем вам выдать договор на подписание. Потому что это не просто мы составляем договор, нам необходимо выехать на объект, взять замеры, провести гидравлические расчеты, есть ли дефицит на данном районе. Все эти мероприятия, начиная от приема документов, выдачи тех условий, выезда специалиста, подготовки документов, в среднем уходит неделя. Антон Михайлович, а сколько стоит работы по строительству газопровода внутри границ земельного участка в рамках соцгазификации? Да, правильный вопрос. Надо отметить, что бесплатная догазификация только до границ земельного участка, внутри границ земельного участка до газопотребляющего оборудования затраты несет заявитель сам. Но смотрите, оно зависит от многих факторов. От протяженности, от выхода стояка до дома, от вида газопотребляющего оборудования, от количества газопотребляющего оборудования. Она очень сильно варьируется, но в нашей республике действует субсидирование таких граждан. До 150 тысяч республика помогает. И больше скажу, что в октябре Владимир Владимирович Путин предложил, чтобы участники СВО тоже были приравнены к категориям граждан, которые получают субсидирование. Но наша республика тоже в передовиках. Решением главы республики Арсения Сергеевича мы с ноября прошлого года уже республика дает субсидии участникам СВО. И здесь тоже мы в передовиках. А какие категории граждан подпадают под субсидию, вот, за исключением участников специальной военной операции? Так, это малоимущие граждане, многодетные граждане, это участники Великой Отечественной войны, это сегодня уже инвалиды первой группы, это родители, имеющие детей-инвалидов. Ну, по-моему, все, мог что-то забыть. Антон Михайлович, вот условная ситуация. У меня есть частный дом, по всем критериям подхожу под соцгазификацию, но при этом в сетях существует дефицит пропускной способности. Как с этим бороться, когда меня подключат? Ну, для начала надо сказать, что такое дефицит пропускной способности. Вот до начала формирования региональной программы у нас газификация, ну, с советских времен, по большому счету велась хаотически. То бишь раньше вы помните, что люди сами скидывались, сами собирали заявки и сами строили газопровод. Мы выдавали лишь тех условия. К сожалению, мы были ограничены в правовой плоскости. А сейчас все строительство ведется через регпрограмму, то бишь город Якутск очень большую работу провел. Они сделали схему газоснабжения. Все районы на сегодняшний день нашей республики тоже сделали схемы газоснабжения. Согласно этих схем, какие районы примерно когда и с каким расходом газопровода мы должны проектировать. Согласно этой схеме утверждена региональная программа газификации, в рамках которой мы ведем в том числе и ликвидацию пропускной способности.
Если говорить, что до 2021 года, ну, когда социальная газификация началась, у нас дефицитных районов было 32. Только в прошлом году мы ликвидацию дефицита устранили в 10 районах. Ну и получается, у нас 22 района уже запланированы до 2026 года. То бишь работа тоже идет очень большая, как я уже говорил, больше 20 километров в год мы прокладываем чисто для ликвидации. И боюсь ошибиться, но, по-моему, мы по нашим расчетам уже порядка, ну, более 3000 потенциалов подключения обеспечили. Это большие работы мы проводили. По Покровскому тракту, по Намскому тракту нынче работали. Ну, в общем так, работа здесь тоже очень много. То есть там срок примерно, насколько я понимаю, год-полтора? Нет, это не так работает. У нас сегодня, по большому счету, маленьких участков по дефициту очень много. Я вот назвал крупные. И мы исходим из того, что, исходя из технической возможности, исходя из возможностей финансирования, мы выбираем на один потраченный копейка-рубль, сколько отказов мы решаем. И по этому рейтингу, согласно списка, который утверждает Министерством промышленности в рамках региональной программы, мы начинаем производить работу по ликвидации дефицита пропускной способности. Ну, в целом, если человек хочет сегодня посмотреть, попадает ли он в зону дефицита и когда она устраняется, они могут на наш сайт войти, найти точку своего земельного участка, и там выведется, есть ли дефицит на сегодня или нет. А сроки устранения можно посмотреть на сайте Минпрома, где все участки уже запланированы по годам. А обязательно ли требуется топографическая карта земельного участка в масштабе 1 к 500 при подаче заявки? Абсолютно нет. Как я уже сказал, 3 основных документа мы сегодня требуем. Это паспорт, правоустанавливающие документы и СНИЛС. Ну вот 1 к 500, я, насколько понимаю, это пережиток прошлых лет, да? Мы абсолютно. Сейчас ситуационный план требуется. Это, ну, буквально можно подойти к нашим специалистам, и по месту они вам подскажут, и можно, ну, грубо говоря, на листочке нарисовать карандаш. Антон Михайлович, ну, в заключение, какие планы у компании по соцгазификации на ближайшие 5 лет? Планы благодаря поддержке системы газификации нашей республики, главой республики, благодаря тем финансовым средствам, которые выбивает сегодня руководство нашей компании. У нас планы на ближайшие 5 лет тоже колоссальные, ну, по сравнению с прошлыми периодами. Так как я уже сказал, у нас будет активная газификация в Алекминском районе, будет активная газификация в Ленском районе, в Алданском, Нерюнгринском. Мы уже приступаем к газификации, планируем приступить к газификации на слегу Фусалданского района, Амгинского района. В общем, работы очень много. Антон Михайлович, ну, я уверен, благодаря вашей работе все больше домов нашей республики будут обеспечены голубым топливом. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Ну, я напомню, это было актуальное интервью. До новых встреч.